Два перекачивающих насоса для усиления резервуара ЦН 1000 на 180 вышли из строя на Киласурской водонасосной станции вечером 22 октября. На одном сломался вал, на другом – турбина. Там так случилось, что вот эти вот подшипниковый узел, он буквально за одну ночь вышел из строя. Может, подшипник заклинил. Это тоже все покупное изделие. Вот эти вот покупные изделия, может, некачественные были подшипники, которые мы ставили, хотя мы за день до этого поставили новые. Внутри турбины она вышла из строя, но она давно уже изнашивалась, там уже дырки были, дырки обнаружились. Ну не то чтобы, это те вещи покупные, которые мы руками здесь не можем их что-то делать. Потому мы каждый день мы не можем открывать этот насос, вскрывать крышку, заглядывать туда. Это связано с остановкой самого агрегата. В связи с этим без подачи питьевой воды остались жители улицы Чанба, села Дзукта, Баслата. А в районе турбазы вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов. На сегодняшний день инженеры водоканала занимаются устранением проблемы. А поврежденные детали турбинной части отвезли в СВТИ на ремонт. Мы вообще 3 отвезли, чтобы из 3 хотя бы 2 собрать. Но там тоже свои сложности есть в разборе. Там 2 турбины стоят, которые собираются, они запрессованные, на заводе запрессованные, специальным оборудованием, специальными станками. А вот здесь кустарно попытаемся, вот они тоже сказали, попытаемся, но при разборе, при распрессовке, вот эти рабочие, они из чугуна сделаны, это литье. Они могут лопнуть просто-напросто. Всю технологическую цепочку надо выдержать. Завтра к вечеру, скорее всего, уже будут отреставрированы. И послезавтра начнем собирать. Ну, как только получим, сразу начнем собирать, как бы ни днем, ни ночью. Задержки не будет со стороны, водоканала. Решается вопрос заказа нового насоса для Киласурской водонасосной станции на заводе «Свердмаш». По словам специалистов, это редкие насосы и в наличии их нет. Время изготовления – 90 дней. А резерва у вас никакого не было? Или... Ну вот 2 насоса подразумевает. Один насос работал, другой дублер. Они у нас одновременно, почему-то один встал, потом мы запустили второй, и через 2 дня, пока месяц отремонтировался, второй тоже вышел из строя. Мы механизмы не можем защитить насоса, допустим, там мы можем защитить только, допустим, двигателя, а механизмы как защитить? Там не гидроудар, там ничего такого, просто износ. Хотелось бы извиниться за такой дискомфорт. Все, что от нас зависит, на самом деле мы реально все делаем. Технического решения по временной схеме подачи питьевой воды нет, добавил Даур Пачкори. Не позволяют мощностя, имеется в виду насосов, которые с Гумисты перекачивали бы сюда на 180 метров в высоту на 6-й резервуар. Это просто исключено. На время прекращения подачи питьевой воды водоканал будет привозить воду жителям вышеназванных районов. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.